хедлайнер нашего форума, наиболее просматриваемый спикер. И, не знаю, мне кажется, не знаю, у тебя очень красивая, интересная история, я попробую ее сегодня раскрыть. Давай первый вопрос, кто ты и чем ты занимаешься? Я композитор, пианист-дирижер. На данный момент я учусь в 11 классе в первой школе. Закончила недавно колледж искусств имени Ахмада Бутулова и поступила в консерваторию на первый курс. Кроме того, я работаю в оркестре, в Государственном симфоническом оркестре при исполнительном братья президента в качестве солиста, композитора и дирижера. И буквально недавно, 2 месяца, меня приняли в союз композиторов, как юный композитор. Супер. Скажи, пожалуйста, скольки лет ты занимаешься, в принципе, музыкой, и как давно для тебя двери вот этой музыки открылись? Занимаюсь я музыкой с 5 лет, начала в Ташкенте, так как мои родители там работали. И мы просто решили купить пианино, так как брат и сестра особо не хотели заниматься. Я решила, что я хочу заниматься. И мне нашли преподавателя, мы начали заниматься. Спустя 2 месяца я уже выступала на концертах, на конкурсах. И так и поняла, что буду заниматься музыкой дальше. Хорошо. Слушай, вот давай немножечко про Ташкент. Как я поняла, ты там родилась? Нет, ты родилась у нас? Нет, я родилась в Брюсселе. О, как интересно. Ты родилась в Брюсселе, в Брюсселе, потом ты переехала в Ташкент. Мой папа работал в Брюсселе, и поэтому родилась там. И потом мы вернулись в Душанбе, и спустя 5 лет, мне было 5 лет, мы уехали в Ташкент, жили там 6 лет, вернулись сюда и продолжили здесь свое обучение. И профессиональное, музыкальное, и общеобразовательное. Музыка нашла тебя или ты нашла музыку в Ташкенте? Да. Хорошо. В музыкальную школу ты пошла в 5 лет, на год раньше, чем в обыкновенную школу. Хорошо. И сколько ты, получается, обучалась, и во сколько ты пошла в музыкальный колледж? В музыкальный колледж я пошла в 12 лет, так как музыкальную школу у нас в Душанбе закончила экстерном. Поступила туда, спустя 4 года закончила и поступила вот недавно в консерваторию. В консерваторию 16? 16. Хотя обычно туда поступают? Ну, после 18, да. После окончания колледжа, после окончания общеобразовательной школы. Ага, хорошо. Я помню, ты мне еще говорила, что, кажется, про тебя писали в узбекской газете и назвали тебя юным Моцартом. Причем юным узбекским Моцартом. То есть после моего сольного концерта в Ташкенте, помню, журналистка пришла на концерт, и она, видимо, не знала, что я не узбечка, что я таджичка. И на этом концерте я и играла, и дирижировала, и, в общем, делала все, что можно было. И она решила написать обо мне статью в газете, что вот юный узбекский Моцарт. Ну, не скажу, конечно, что я Моцарт, и я не могу себя с ним сравнивать, потому что Моцарт это легенда, а я нет. Почему сразу нет? Слушай, ты такой талантливый, уникальный ребенок, юная дирижерка, композиторка, пианистка. Наверное, очень много внимания со стороны журналистов. Ну, да. Да, хорошо. И сложно быть известным ребенком? Я бы не сказала, что это прям известный ребенок. Просто я из тех детей, которые любят заниматься чем-то и этим привлекают людей. Микрофон. Слушай, хорошо, привлекает людей. Ты известный ребенок, я все-таки это еще раз подчеркну. Сложно, я не знаю, с журналистами коммуницировать каждый раз, каждый месяц интервью, съемки, какие-то выступления на форумах? Нет. То есть я, получается, даже если в интервью, я люблю делиться с людьми тем, что нового происходит в моей жизни. Ну, давай твою самую первую победу. Самая первая победа была, когда мне было лет 5. После 2 месяца начала занятий музыкой, мой преподаватель решила меня остаться выйти на сцену, так как говорит, что я не хочу, чтобы ты занималась для себя. Еще раз. 5 лет тебе было? 5 лет, да. 5 лет. Она сказала, что она не хочет, чтобы я занималась для себя, и чтобы я занималась для сцены. То есть я человек сцены, она сказала. И первая победа была спустя... На вот этой фотографии, прости, пожалуйста, это выступление где, в Ташкенте? Да, это мой первый сольный концерт. Первый сольный концерт. Сколько у тебя итого сольных концертов было? Много. Много, это сколько? Ну, были сольные концерты в Ташкенте, были здесь у нас, были в Москве, были в Пекине. В Пекине были с камерным оркестром театра Пекина. В Москве были сольные концерты, и в основном много было их в Ташкенте. Это один из первых, по-моему. Один из первых. Тебе здесь 5-6 лет? Нет, мне здесь 8. Уже 8. Хорошо, ладно. Так. Есть ли у тебя постоянные доходы твоей любимой профессии? Да, есть. То есть я говорила уже, что я работаю в оркестре и являюсь членом союза композиторов и получаю доход. Хорошо, доход получается у тебя с какого возраста? С 7 лет.
7 лет? Да. Доход. Постоянно? Не постоянно, где-то с 12 лет. Ага. Ага, хорошо. Ты обучала кого-то игре на фортепиано? Нет, то есть этим делом только я не занимаюсь. Хорошо. Давай немножечко расскажем про твою недавнюю... так, стоп, нет, давай. Этот концерт у нас где проходил? Это вот, не помню, какой свой концерт счет, но это в Ташкенте. В Ташкенте. Да. Еще раз возраст можно? Я не помню. Не помнишь? Лет 8-9. Лет 8-9. Ну ладно, пусть будет лет 8-9. Давай про твою недавнюю поездку во Францию, да? Ты поехала туда, это вообще удивительная история, как ты мне рассказала, ты поехала туда, в интернете нашла очень известного пианиста, который причем разговаривал на русском и согласился преподавать тебе бесплатно во Франции 10 дней или сколько? Нет, он предложил у него учиться в его классе, если я поступлю на бакалавр к нему в консерваторию. То есть, получается, история была очень удивительная. Я где-то буквально в марте месяце листала ленту YouTube и нашла одно видео, в котором было сказано, что юная пианистка из Азербайджана поступила в консерваторию к известному преподавателю, который работает в Женеве. И я зашла на сайт Женевской консерватории, нашла преподавателей, нашла его mail и решила ему написать. То есть письмо так называлось «Обращение юной пианистки из Таджикистана». Я ему написала, что вот я пианистка, что я занимаюсь 5 лет, перечислила несколько своих наград, сказала, что я пишу, что я дирижирую оркестром. Если я бы хоть чуть-чуть заинтересовала, может ли он ответить на мой mail, и если ему интересно, я могу отправить по своих видео, как я играю, как я дирижирую. Он сначала долго не отвечал, потом спустя месяц он ответил, сказал, что ему это интересно. Я ему отправила свои видео. На удивление, он сказал, что ему все очень понравилось, и что он приглашает меня к нему приехать к нему в Лион. То есть он работает в Женеве, а живет в Лионе. Он сказал, что он может ко мне приехать. Я стала проводить несколько мастер-классов, вот ну дальше посмотрим, что это будет в будущем. То есть мне нужно будет поступать на бакалавр. И буквально сказал он, что в августе месяце у него есть неделя свободная, что я могу к нему прилететь. И вот мы отправились в Лион. То есть ты была у него достаточно недавно? Ты поехала когда? 23 августа. 23 августа и вернулась какого сентября? 1 августа? 30 30 августа уже вернулась. Да. Хорошо. И что ты можешь сказать после этой поездки? Не знаю, мне кажется, вообще удивительно, что он на русском еще разговаривал. Он родился в Москве, у него вся родословная, они музыканты. Его отец – это один из основателей Московской консерватории. Его дед – настройщик. То есть у них все поколение музыкантов. Он считается одним из именитых музыкантов в нашем кругу, ну, то есть музыкантов. И для меня самой, то есть могу сказать, что эта поездка, она была намного плодотворнее, чем все остальные поездки. То есть я как бы и не дала никаких сольных концертов, я нигде не выступала, я просто ходила к нему на мастер-классы 2 дня. Он в течение 2 дней занимался со мной где-то 6-7 часов. И, могу сказать, что это нравственно на меня выходило. То есть, получается, на протяжении 2 дней ты 7 часов подряд занималась вместе с ним и играла, да? Вместе с ним, то есть у него есть дома свой кабинет, там 2 больших рояля, там полки, ноты, много фотографий с детства с известными профессорами. Мы занимались вот в этой атмосфере. Ты сказала, что еще не успела, настолько заговорила, что не успела фотографии, да, сделать? Да, у нас вовсе не было времени с ним сфотографироваться. Мы приходили, он говорит, ну, готово? Готово. Он говорит, давай, садись, ты сыграй, а я послушаю. То есть после каждого отыгранного произведения мы с ним это произведение разбирали. Каждое произведение по 3-4 часа. То есть я не успела сыграть много чего, сыграла всего пару произведений, но это было классно. Классно, супер. Так, давай расскажем немного про твои первые произведения, в принципе. Во сколько ты первое свое произведение написала? Первое произведение написала, когда мне было лет 7. То есть я до 7 лет просто играла на фортепиано, а потом решила у преподавателя спросить, как пишется та музыка, которую я играю. Она сказала, знаешь, я на этот вопрос не знаю ответа. Наверное, ну ты попробуй что-нибудь написать, а вот я тебя отведу к преподавателю-композитору, и она тебе покажет. То есть я перед тем, как пойти к этому преподавателю по композиции, написала несколько произведений. Она их оценила, сказала, что в принципе неплохо, и мы, если хочешь, можем продолжать. То есть до 10 лет написала произведения для фортепиано, а после уже для дуэтов, для квартетов, для отдельных инструментов. А сейчас я сконцентрирована на том, чтобы писать произведения для оркестра. Для оркестра. Сейчас ты из скольки лет ты, получается, пишешь произведения для оркестра? С 10-11 лет. Ну вот как только переехать сюда. Классно, классно. Так, давай еще последний вопрос. Как ты успеваешь совмещать такие крупные концерты, выступления, интервью со школой? Спокойно.
Хорошо, ладно. То есть нет никаких проблем, нет никакого давления со стороны учителей? Конечно. Нет? То есть в школе я вроде неплохо учусь. Ну, неплохо, ну, ты опять упрашиваешься, скромничаешь. Ты отличница, да? Я правильно понимаю? Да. Да, отлично. Есть еще вопросы, ребята? Был ли у тебя переломный момент? Был ли у тебя переломный момент? В каком возрасте и что это в тебе изменилось? То есть особо такого переломного момента не было, чтобы я говорила, нет, я больше не хочу заниматься музыкой. Нет. То есть иногда бывают трудности, когда либо ты устала, либо у тебя головная боль, ты не хочешь заниматься какой-то определенный день, но так, чтобы я говорила, я хочу оставить музыку, такого не было. Спасибо. Еще вопросы? Вон там. Что тебя мотивирует для того, чтобы ты писала музыку для оркестров, инструментов, для людей? Ну, то есть получается вдохновение я беру отовсюду. То есть все, что я вижу, какое-либо событие, которое произвело на меня глубокое впечатление. Или природа, все что угодно. То есть я получаю вдохновение. Еще вопросы с той стороны? А, у тебя у самой есть первый? Хотела бы кому-нибудь преподавать именно. Пока об этом не думала, но сейчас я сконцентрирована на том, чтобы развиваться дальше, еще обучаться новому. То есть и еще больше фундаментально изучать фортепиано и композицию. Вопросы? Вот. Скажи, пожалуйста, что вдохновляет тебя писать музыку? Или вдохновляет ли вообще что-нибудь? Да, я уже сказала, что вдохновляет абсолютно все. То есть сейчас я уже говорила, что я сконцентрирована на том, чтобы писать произведения для оркестра, и мои последние произведения, они все таджикские. То есть я живу здесь, и эта атмосфера влияет на меня, и я пишу таджикскую музыку для оркестра. А какие у тебя планы в будущем? В будущем я пока хочу закончить бакалавр и мастер как пианист, впоследствии как дирижер. И моя заветная мечта – иметь свой оркестр. Замечательно. А оркестр можно как-то называть? Нет? Или нельзя его Ну, называть? оркестр, конечно, можно давать название, но пока не думала. Вопросы? Вопросы? Куда ты планируешь поступать? В какую страну, в какой вуз? Я вот, моя поездка в Париж, я была у профессора, и он мне предложил, ну, и я, видимо, ему понравилось, и он сказал, что если ты хочешь, ты можешь в этом году поступить в мой класс в Женеву. У тебя вопрос? Да. Нет, сейчас, еще один последний вопрос. Ты могла бы измерить свой доход в чашках кофе? Ого, здесь это мой фильм. Я могу сказать, что я столько кофе в месяц не пью. Ладно. Господи, так можно было отвечать? Ладно, спасибо большое за